Астағфируллах бар жаным. Сақам сирин улықтауқтырам. Астағфируллах депутаттар. Уважаемые народные депутаты, члены правительства, руководители муниципальных образований, представители общественности и средств массовой информации, дорогие якутяне, послание – это не доклад о проделанной работе, не отчет о достигнутых успехах. Не ждите в нем ответов на все вопросы. Послание – это скорее взгляд в перспективу, осмысление ключевых проблем и постановка приоритетных задач с учетом оценки текущей ситуации. В начале этого года мы понимали, насколько он может быть трудным по причине тех рисков, которые продиктованы ситуацией на мировой арене и в стране. Поэтому в конце прошлого года мы настраивались на безусловное выполнение всех социальных обязательств, поиск резервов для обеспечения устойчивого развития экономики. Сегодня можно говорить о том, что основные параметры социально-экономического развития республики сохранили положительные тенденции. По итогам года ожидается рост промышленного производства, оборота предприятий, розничной торговли, сохраняются темпы жилищного строительства. Такие индикаторы, как пенсия, реальные доходы населения не подверглись серьезным колебаниям. Увеличение валового регионального продукта прогнозируется в пределах 2–3%. Мы ощущаем замедление инвестиций в основной капитал, которые объясняются завершением ряда крупных строек, снижением доступности на финансовом рынке. Но в общем положение республики складывается лучше, чем в среднем по России. При этом мы знаем, что и по стране ожидаемые потери оказались менее болезненными, чем предполагалось. Таким образом, правительство и хозяйствующие субъекты республики справляются с определенной нагрузкой. Но для сохранения достигнутых результатов нам придется во многом повторить нынешний сценарий управления республикой и в 2016 году. Для всех важно, как мы будем принимать бюджет республики. Этот процесс вышел на финишную прямую. Депутаты приступили к рассмотрению годичного бюджета. Наш главный финансовый план по-прежнему строится на базовом варианте прогноза, основывающемся на высокой зависимости от мировой конъюнктуры рынка полезных ископаемых, курса доллара и стабильности механизмов взаимоотношений с федеральным центром. Да, ситуация сейчас неоднозначная, но у нас нет никаких оснований для пессимистических настроений. Наоборот, всем надо понимать, что бюджет республики должен быть бюджетом роста и бюджетом ответственности. Думаю, представленный мною документ отвечает всем требованиям. Во-первых, предлагается затянуть пояса, то есть отказаться от расходов, которые можно отложить до лучших времен и сократить доли текущих расходов. Во-вторых, сегодня мы ведем речь о повышении операционной эффективности расходов. При этом акцент делается на некоснительном исполнении социальных обязательств. Бюджет должен быть полностью сбалансированным. Для этого жестко ставится задача по управляемости государственного долга и обеспеченности обслуживания, на первый взгляд, большого дефицита. Нам нужно в первую очередь заботиться о доходной части, которая напрямую зависит от уровня развития экономики. Для этого придется очень заинтересованно заниматься деятельностью конкретных отраслей и предприятий. Также должна быть продолжена работа по совершенствованию межбюджетных отношений с федеральным центром с учетом наших территориальных и климатических особенностей. Уважаемые коллеги, 6 января
то есть примерно через 1,5 месяца, исполнится ровно 10 лет, как Владимир Владимирович Путин провел совещание в городе Якутске, после которого появилось его поручение о разработке схемы комплексного развития республики до 2020 года. Уже сейчас можно говорить о том, что схема 2020 стала одним из немногих документов территориального планирования в стране, которые дали высокие качества реализации. Благодаря этому в республику уже привлечено более 1,5 триллиона рублей инвестиций. Создана новая нефтедобывающая промышленность. Новый импульс получили алмазодобыча и угледобыча. Активно формируется базовая энергетическая и транспортная инфраструктура. Реальные перспективы обрели проекты по экспорту газа и освоению месторождений редкоземельных металлов. Нынешняя экономическая реалия еще раз подчеркивает ценность долгосрочного стратегического планирования. Поэтому в 2016 году нам предстоит сформировать, утвердить новый масштабный документ, органично дополняющий схему 2020, стратегию социально-экономического развития республики до 2030 года. В этом документе также должны быть обозначены горизонты развития Якутии вплоть до середины 21 века. Уважаемые участники собрания, подчеркиваю, что наша общая цель на ближайшие годы остается неизменной. Это развитие более высокими темпами. Что для этого нужно? Конечно, прежде всего диверсификация отраслей экономики, дальнейшее повышение инвестиционной активности, поддержка малого и среднего бизнеса, несырьевых секторов промышленности. Все основные механизмы, ориентированные на решение вышеперечисленных задач, подробно изложены принятой нами в прошлом году инвестиционной стратегии республики и других программах. Кроме того, у нас своевременно созданы и функционируют институты развития, обеспечивающие полноценный инвестиционный процесс. Имея в виду Корпорацию развития Якутии, различные фонды, Агентство привлечения инвестиций, Центр государственного частного партнерства, а также единственный на Дальнем Востоке региональную страховую компанию «Стерх» и устойчиво работающий региональный банк «Алмаз-Эргенбанк». Испытанный рецепт насыщения доходов населения, избавления от безработицы, развития малого и среднего бизнеса. Это мы все сегодня уже хорошо понимаем. Это не только один из магистральных путей структурных изменений в экономике, но и сегмент, несущий значительную социальную функцию. Год предпринимательства, который мы объявили, не в последнюю очередь из-за возникших трудностей в экономике, тоже дает результаты. На поддержку малого и среднего бизнеса направлены немалые средства государственного бюджета. Введены 2-летние налоговые каникулы, мораторий на увеличение арендных ставок при использовании республиканского имущества, расширенная сеть бизнес-инкубаторов. Принимаются меры по устранению административных барьеров. Год предпринимательства заканчивается, но как любой тематический год, он понуждает нас к еще более решительным действиям в соответствующем направлении. В 2016 году я предлагаю определить в качестве основных задач по развитию малого и среднего бизнеса стимулирование социально ориентированного предпринимательства, повсеместное повышение экономической грамотности населения. Подчеркну роль кредитных учреждений в части сокращения сроков получения кредитов, снижения финансовых рисков предприятий. Кроме того, просил бы проявлять особое внимание к деятельности и кредитных потребительских кооперативов. В условиях рыночной экономики в погоне за прибылью иногда происходит нецивилизованная эксплуатация труда. Одна из ключевых миссий власти – защищать права, интересы работающего человека в части справедливой оплаты труда, укрепление здоровья, повышение квалификации и так далее.
Обращаясь к органам местного самоуправления, активно взаимодействуйте с бизнесом, не ограничивайтесь стандартными подходами. Совместно решайте вопросы по предоставлению земельных участков, подключению к инженерным сетям. Не создавайте дополнительных административных барьеров. В ваших же интересах, как избранных глав муниципальных образований, содействовать созданию новых рабочих мест. И несколько слов об антиалкогольной политике в разрезе ее влияния на предпринимательскую среду. Заявляю еще раз всем, мы не вводим сухой закон, а наводим порядок в этой сфере в интересах людей, в интересах большинства жителей Якутии. Это не моя прихоть и не хитромудрый пиар-ход. Этого требует народ. Слишком велики потери от беспорядочного употребления алкоголя. Ломаются судьбы, распадаются семьи. Предприниматели, которые заняты в торговле, должны четко понимать это. Уважаемые коллеги, крупная промышленность – локомотив нашей экономики. Сегодня на территории Якутии реализуется восточная газовая программа посредством строительства магистрального газопровода «Сила Сибири». Наращивается добыча нефти, растут поставки трубопроводной системы Восточной Сибирь, Тихий океан. Не должна сбавлять темпы золотодобывающая промышленность. В 2016 году ожидается выход на проектную мощность рудника «Мир». Правительство республики придется напряженно поработать с предприятиями угольной отрасли. Появились предпосылки, ведущие к возрождению оловянной промышленности. Мы ведем достаточно гибкую политику с крупным бизнесом, держим руку на пульсе и принимаем своевременное решение по тем вопросам, которые находятся в сфере нашей компетенции. Однако далеко не все и не всегда здесь зависит только от руководства республики. Есть позиция федеральных органов власти, менеджмента компаний, в конце концов, мировая конъюнктура. Затяжная болтанка глобальной экономики, к сожалению, вносит коррективы в наши планы, тормозит те направления развития, которые еще недавно оказались выгодными. Это и металлургия, и урановая промышленность, и некоторые другие отрасли. Но надо научиться перестраиваться, маневрировать. Именно такие вызовы и заставляют искать и находить пути обновления. Считаю, что в дальнейшем особые усилия нам стоит сконцентрировать на поддержке развития обрабатывающих производств, прежде всего ювелирно-гранильного производства, лесопромышленного комплекса и легкой промышленности. Эти отрасли находятся пока в тени, хотя при соответствующем подходе их вполне можно вывести в число драйверов региональной экономики. Они призваны дать новые рабочие места, уменьшить прямой отток денежных средств из Якутии. В этом году на федеральном уровне поддержано создание территории, опережающей развитие индустриальный парк Кангаласы. С моей точки зрения, этот проект имеет все шансы стать катализатором возрождения и развития системы местного производства в республике. Также необходимо создать условия для развертывания территории, опережающей развитие в районе Нижнего Бестяха, где формируется крупнейший на северо-востоке России транспортно-логистический узел, объединяющий 3 федеральные автодороги, железнодорожную магистраль и водную транспортную артерию, связывающую БАМ с Северным морским путем. По аналогичной схеме надо продвигать создание кластеров в западных, южных и центральных районах Якутии с участием малых инновационных предприятий по переработке бурых углей, циолитов, гипса, древесины и других природных богатств. В ближайшие 2 года мы должны создать парк информационных технологий. Не вижу причин затягивать реализацию
данного проекта. Это опора не только для продвижения IT-отрасли в целом, но и для внедрения новых технологий в условиях Якутии в энергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве, транспорте, строительстве и других производственных отраслях. Уважаемые коллеги, в сфере энергетики мы ожидаем в первой очереди Якутский ГРЭС-2 в конце следующего года. Это позволит повысить надежность энергоснабжения Центральной Якутии. Но что еще важнее, создать условия для более энергоемких производств. Работа по ликвидации перекрестного субсидирования локальной энергетики республики с участием федерального бюджета получила новый импульс после выхода поручений президента России от 3 ноября этого года. Теперь довести данный вопрос до логического завершения для нас дело чести. Тем более, что от этого напрямую зависит уровень самодостаточности экономики в целом. Это же подстегнет и внедрение альтернативных источников энергии в арктических и северных районах. Работа по интеграции инфраструктурных объектов электроэнергетики и магистральных линий связи выходит на первый план. Почти 3 года назад мы с воодушевлением встретили приход оптоволоконной связи в столице республики. Теперь стоит задача проложить оптоволокно в западные районы республики, начиная с Алекумского улуса, а также в сторону Магадана вдоль автодороги Колыма. Это позволит кратно улучшить доступ к сети интернет в 2016 году. Кричащий вопрос ликвидации цифрового неравенства в арктических и северных районах. В этом плане продолжается взаимодействие с «Газпромом» по использованию ресурсов спутников «Ямал» в Якутии по внутрикорпоративным тарифам. В результате мы должны обеспечить полноценную работу сервисов по получению государственных и муниципальных услуг в электронной форме для всех жителей республики. Мне хорошо известно, как якутян тревожит экологическая обстановка. В этом году общество очень остро отреагировало на сообщение о возможном строительстве газоперерабатывающего завода. И этот голос был услышан. Сейчас перед правительством стоит задача наладить работу созданного экологического фонда республики, обеспечить его финансовое наполнение и проведение практических природоохранных мероприятий. В зоне действия всех крупных хозяйствующих субъектов должен быть обеспечен круглогодичный экологический мониторинг. Нам также надо продолжать занимать наступательные позиции по актуализации федерального законодательства в части повышения ответственности недропользователей. Такие законодательные инициативы нам уже внесены. Товарищи, финансирование дорожного хозяйства республики сейчас совершенно недостаточно для доведения 85% федеральных автодорог до нормативного состояния в 2019 году, а также региональных дорог до 35%. Поэтому со следующего года прошу начать поэтапное увеличение финансирования на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования республики. При этом необходимо обеспечить завершение строительства автодорог до Усмаи и Кобяя, что станет основой для поступательного экономического развития соответствующих районов. Также историческим событием обещает стать завершение асфальтирования участка Томот-Якутск автодороги Лена в 2018 году. Серьезной задачей остается для нас завершение строительства пускового комплекса железнодорожной линии Нижний Бестяг. В развитии водного транспорта нам нельзя упустить возможности по транспортному обслуживанию и реализуемых в республике крупных проектов, при этом обеспечить заключение договоров по выгодным тарифам для наших предприятий. Инвестиции в реновации флота должны взыскиваться по всем возможным каналам, включая и привлечение стратегического инвестора. Нужно ускоренно решить сложный вопрос модернизации Жатайского
судоремонтного завода. Кризисные явления на российском рынке авиационных перевозок напрямую отражаются и на авиапредприятиях Якутии. Но наша твердая позиция – поддержка и сохранить республиканские авиакомпании в условиях безальтернативности транспортного обеспечения арктических северных улусов. В этой связи мы должны искать новые источники поддержки отрасли, и в том числе в рамках мероприятий федеральной госпрограммы по социально-экономическому развитию арктической зоны России. Уважаемые друзья, мы скрупулезно подошли к разработке законопроекта о развитии сельского хозяйства, организовали вокруг него широкие дискуссии. Надеюсь, что документ будет внесен в Государственное собрание до конца этого года. Главное требование законопроекта – ощутимая отдача отрасли от оказываемой государственной поддержки. Все виды вливаний должны быть нацелены на стимулирование роста сельхозпроизводства с учетом различных агроклиматических зон и других особенностей отрасли в непростых условиях Якутии. Предстоящий год должен ознаменоваться переходом к проектному финансированию агропрома в рамках отраслевого плана по импортозамещению продовольственных товаров. На повестке стоит создание материальной базы хранения, выстраивание системы заготовки, переработки и повышение качества продукции в соответствии с целым рядом технических регламентов Таможенного союза. Помощь товаропроизводителям должна быть отлажена работа специализированных учреждений по видам деятельности, обеспечивающим технологии ведения сельхозпроизводства. Это селекционно-племенное дело, ветеринария, земледелие, мелиорация земель. Для охвата малых форм хозяйственных качественными услугами должна быть появляться сеть земских зоотехников, ветеринаров и агрономов. Мы начинаем выделение ежегодных грантов по 3 миллиона рублей на софинансирование муниципальных программ сельских поселений по развитию сельского хозяйства за достижение наилучших показателей. Эффективность отрасли требуется во всем: в использовании земли, техники и оборудования, труда, в хозяйственной деятельности в целом. Отношение к бюджетным средствам у всех сельхозтоваропроизводителей должно стать таким же рачительным, как и к частным вложениям. Коллеги, несмотря на позитивные тенденции, жилищный вопрос в республике пока не теряет своей остроты. Какие проблемы волнуют людей в этом аспекте? Это сохраняющаяся недостаточность объемов жилищного строительства и его несоответствие платежеспособному спросу населения. Это диспропорции в темпах и качестве жилищного строительства в различных районах Якутии. Это низкий уровень развития жилищной инфраструктуры. Это несбалансированное соотношение себестоимости и рыночной стоимости жилья. И, наконец, ветхость, изношенность многоквартирных жилых помещений. Считаю, что в ближайшие годы нам надо сосредоточить усилия на следующие ключевые меры в области жилищной политики. Первое. Формирование механизмов обеспечения доступности населения к ипотечным кредитованиям, расширение других источников финансирования. Второе. Увеличение объемов нового жилищного строительства в соответствии с ростом платежеспособного спроса. Третье. Создание равных условий для всех субъектов хозяйственной деятельности жилищного строительного рынка. Четвертое. Не только увеличение объемов, но и повышение качества строительства жилья. И еще для обеспечения жителей республики комфортным жильем, изменение структуры и системы жилищного строительства с учетом приобретенного опыта, полагаю, назрела необходимость разработки и утверждения постоянно работающей программы жилищного строительства в республике до 2022 года. Прошу правительство республики представить такой документ на утверждение до середины следующего года. В будущем году мы должны построить рекордное 600 тысяч квадратных метров жилья, то есть вдвое увеличить объем пятилетней давности.
Эта амбициозная задача сопряжена с ликвидацией ветхого и аварийного жилья, ростом уровня благоустройства жилищного фонда, импортозамещением строительных материалов. Надо более организованно подходить к механизмам общественного контроля за качеством жилищного строительства, создать систему республиканского рейтинга застройщиков и подрядных организаций на основе общественной оценки их деятельности. Организация функционирования жилищно-коммунального хозяйства во многом входит в область компетенции муниципальных властей и напрямую влияет на качество жизни населения на местах. В настоящее время эта сфера отношений является источником постоянного социального напряжения. Это связано главным образом с высокой изношенностью и низкой энергоэффективностью жилфонда и коммунальных сетей, а также с непрозрачностью процедур установления тарифов, низким качеством предоставляемых коммунальных услуг, слабым развитием конкуренции управляющих компаний и пассивностью собственников жилья. Для решения перечисленных проблем в республике в последние годы вкладывается существенный объем бюджетных средств. Но это должно быть подкреплено еще более конкретными действиями со стороны правительства. Потому что муниципалитеты в условиях низкой доходности местных бюджетов с этими задачами не справятся. Нам следует расширить работу по подключению сельского жилищного фонда к централизованному отоплению, электроотоплению, в том числе продолжить оказание помощи малоимущим семьям на техприсоединение. На селе люди нуждаются в различных механизмах поддержки благоустройства индивидуального жилья, в том числе путем обеспечения доступности заемных средств. Например, Алмаз-Эргенбанк со следующего года направит 50 миллионов рублей на кредитование населения по благоустройству уже введенных домов. Госкомнауки республики, а также Институты внедрения инноваций просил бы озаботиться ресурсосберегающими технологиями внутреннего благоустройства индивидуального жилья, как экономно использовать воду, как сберечь тепло, как получать электроэнергию из альтернативных источников. Предлагайте населению уже готовый продукт. Посмотрите, отдельные предприниматели пытаются даже самым кустарным способом изготавливать автономные, благоустроенные модули, как пристрой к дому. Значит, спрос на это у жителей есть. Кроме того, это связано еще и с сохранением здоровья детей и женщин. Проблема утилизации бытовых отходов никак не решается. В некоторых районах она уже приобретает масштаб экологической катастрофы. В этом плане подспорьем для районов стало внесение изменений в федеральное законодательство, согласно которому мы должны разработать единую территориальную схему и региональную программу обращения с коммунальными отходами. Другие вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства связаны с эффективностью субсидий и тарифной политикой. Для обеспечения прозрачности расчетов в сфере ЖКХ и подготовки к неизбежному переходу на адресность субсидий в зависимости от уровня доходов населения, нам необходимо внедрить единую информационную систему по начислению и сбору платежей населения за жилищно-коммунальные услуги на всей территории республики. В области ценовой политики с 1 июля 2016 года мы должны перейти на утверждение тарифов на теплоэнергию отдельно по каждому поселению. Сегодня они рассчитываются в среднем по районам, что порождает внутреннее перекрестное субсидирование между райцентрами и поселениями. Новый порядок не только снизит затраты большинства потребителей в крупных поселениях, но и даст дополнительный толчок процессам энергосбережения в отдаленных поселках. Также с июля мы намерены перейти на регулирование всех тарифов на коммунальные услуги на долгосрочный период, что позволит привлечь коммунальную отрасль сторонних инвесторов и заинтересовать предприятия сокращать свои затраты.